Позвольте представить следующее слово руководителю нашего проекта, Ускенбаеву Канату. Он директор Института гуманитарных исследований, и тема его непосредственно связана с творчеством нашего уважаемого Нурбетаевича. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо. Очень рад вас всех видеть. Если разрешите, я приступлю непосредственно к докладу, к своему сообщению, и с помощью своей презентации Динара мне поможет. Хотел бы озвучить основные тезисы своего сообщения. Видно? На экране видно? Да, все видно. Можно. Вот. Доклад называется «Золотая Орда и современная историческая политика Казахстана в контексте этносемиотических исследований Ануара Абитаевича Галиева». В принципе, последние годы нашего с ним общения именно эта тематика, так скажем, занимала нас с ним, поскольку золотоордынская проблематика очень актуализировалась в Казахстане, и она из плоскости, так скажем, научной проблематики переросла в область политической, идеологической. И поскольку в Казахстане прежде не говорили и не озвучивали так называемую историческую политику, мы с ним как раз-таки тогда задумывали вопрос о том, как начать разработку этого направления. Ануар Абитаевич оставил богатое научное наследие. Уверен, его биографы еще в будущем все это соберут, составят, сколько у него трудов, сколько у него публикаций, монографий. Конечно, я, поскольку общался с ним, все это абстрактно примерно знаю. Вот, все его монографии, которые у меня есть, и все многие статьи. Вот. Готовя доклад, я примерно подсчитал, около 70 научных публикаций у него посвящены только проблемам мифологизированной истории Казахстана. Это была основная тематика его научных исследований, научных поисков, роль такой мифологизации на этнические и политические процессы у тюркоязычных народов Центральной Азии с периода раннего Средневековья и до настоящего времени. Он, конечно, говорил о мифологизации и в историческом контексте, то есть то, как это происходило в древнетюркскую эпоху, в кыпчакскую, монгольскую, казахском ханстве. Но это, конечно, отдельная проблематика, но большой пласт его исследований как раз посвящен мифологизации в современный период. Как сегодня историю Казахстана или, допустим, историю Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, так скажем, мифотворцы искажали или изменяли в угоду какой-то там конъюнктуре. Насколько мне известно, Ануар Абитаевич был единственный в Казахстане человек, который защитил докторскую диссертацию, вообще диссертацию по теме мифологизации истории. Его докторская диссертация так и называлась «Этнополитические процессы у тюркоязычных народов. История и мифология». Вот автореферат его диссертации украшает, так скажем, мою библиотеку. И если мифологизированная история – это был один блок его исследований, да, одно направление, то другим важным направлением его исследований стала семиотика и методы семиотического исследования исторической науки. Он одним из первых в Казахстане осознал важность методов семиотического анализа, положил их в основу своей докторской диссертации. В наших частных беседах Ануар Абитаевич делился своим видением этого научного направления. В частности, считал, когда я ему говорил о том, что вы разрабатываете как чуть ли не пионер в Казахстане семиотических исследований, он говорил, нет, это не так, поскольку тот же Юрий Алексеевич Зуев в своих исследованиях, хоть и он их не называл семиотическими, но по сути он говорил, что это и есть семиотика. Сегодня, допустим, по его, опять-таки, словам, одним из ведущих этносемиотиков Казахстана является Эмма Радиковна Усманова, которая успешно использует методы семиотики в археологии эпохи бронзы. Здесь я, конечно, не специалист, поэтому историки семиотики лучше об этом скажут и без меня. Но все это вместе, и, так скажем, и семиотика, и мифологизированная история, вкупе это, собственно, и то,
что составляет, в принципе, современного нациостроительства, проблемы современного нациостроительства. То есть для того, чтобы создавать современные нации, так скажем, новых независимых государств или формирующихся государств в Центральной Азии, как раз-таки используется так называемая политика памяти или историческая политика, или, как Ануар Абитаевич говорил, символическая политика, да? Его последняя монография, которую вот мне буквально недавно передали, он ее даже, к сожалению, даже не видел, насколько я знаю, написанная в соавторстве с профессорами Нияза, называется «Политическая культура стран Востока», и эта книга как раз-таки посвящена символической политике, в том числе его глава описывает символическую политику в тюркоязычных государствах Центральной Азии. И там он привел большой, конечно, колоссальный теоретический и фактический материал, и этот материал очень важен для понимания особенностей политики памяти. Так вот, я позволю себе процитировать. «Политическая культура, писал Ануар Абитаевич Галиев, 1000 нитей связана с символической политикой, которая реализуется в форме знаков или знаковых явлений, многие из которых, являясь фикцией или мифом, служат для достижения определенных целей, прежде всего для легитимизации задач, стоящих в области внешней, так и внутренней политики». То есть мы видим о том, что проблема истории, да, допустим, становится наглядно сферой деятельности внутренней и внешней политики, важнейших прерогатив государства. Так вот, что такое историческая политика в Казахстане? Есть ли она у нас и в чем суть ее, в чем она нашла выражение? Давайте я вкратце скажу. Собственно, историческая политика – это явление, так скажем, нашего времени. Историки до сих пор спорят об этом. Была историческая политика, не была, какая она. Вот. В прошлом веке, еще в 80-х годах, Гельмут Коль, канцлер ФРГ, впервые, так скажем, использовал сначала исторический спор, а потом этот термин исторический спор перерос в историческую политику, Geschichtspolitik. Вот. И из Германии он перекочевал в Польшу, там политика историка Польша называлась, потом во всех восточноевропейских странах, и, так скажем, и в Россию пришла. Вот. Но в Казахстане она не озвучивается как таковая. То есть мы не говорим о политике в области истории или политике памяти, но можно с помощью ее инструментов определить, что она у нас была. Да, я пропущу, собственно, вот теоретическую часть о том, что такое историческая политика и так далее. Мы перейдем к следующему пункту. Какие методы исторической политики можно увидеть в Казахстане? Вот Алексей Миллер, который, наверное, один из специалистов по исторической политике, он совместно с рядом европейских ученых описал суть исторической политики в странах Восточной Европы, Украине, Польше, России и так далее. Так вот, он привел 5 принципов, по которым можно говорить о том, что государство проводит историческую политику. Да? Вот. Первый принцип – это создание специальных институтов для насаждения выгодных государству трактовок прошлого. Как государство проводит историческую политику? Через свои институты. Допустим, есть так называемые в Польше там, и так далее, есть институты памяти, институт национальной памяти. Да? То есть это институт, который по заданию государства проводит нужную государству политику памяти или историческую политику. В Казахстане таких институтов нет, но есть, допустим, институт истории, институт востоковедения, институт археологии, институт истории государства, музеи, допустим, какие-то культурные центры, которые проводят нужную государству политику. С приходом нового президента меняется направление, и сегодня, допустим, был создан институт истории Улуса Джучи или Золотой Орды, да? Вот. Но этого было мало, и правительство разрабатывало вопрос о создании института памяти по аналогии с Польшей или Украиной. Даже циркулировало название ЖАДа института, институт памяти.
но это осталось пока в проекте, и мы еще такого института не знаем. Но подготовительная, я думаю, работа к этому идет. В частности, вот есть такая у нас комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий, которая открыла свой офис, и на основе как раз-таки этого офиса планировалось создание подобного института. Кроме того, свидетельством именно создания специальных институтов является госпрограммы. Культурное наследие, народ в потоке, история, архив 2025 и так далее. Это и есть то, что государство через эти институты проводит свою политику в области истории. Второй момент – это политическое вмешательство в деятельность СМИ, то есть как государство вмешивается. Самое главное – это в Казахстане существует госзаказ, и они заказывают то, какая им нужна продукция в области кино, театра и так далее, там СМИ. То есть все средства массовой информации, они работают в основном на госзаказе. Вот. Третье – манипуляция архивами. То есть когда-то разрешает какие-то документы использовать, какие-то не разрешает. Ну, в Казахстане такая практика тоже используется. Историки, архивисты Казахстана неоднократно об этом говорят. Вот. Четвертое – это, конечно же, контроль за деятельностью историков, моральное и материальное поощрение или давление. То есть хорошие историки, так скажем, поощряются, неугодные историки увольняются. Самый яркий, конечно, пример из прошлого – это Нурбулат Едигеевич Масанов. Человек, выдающийся историк, как только он стал неугодный, его задвинули, да, допустим, убрали. Мы мало знают, был такой, допустим, коллега, тоже Шеретов Сергей Гордеевич, который написал современную историю Казахстана, учебник, но поскольку он там привел какие-то документы, которые не понравились правительству, государству, его начали, так скажем, буквально травлю устроили, в итоге он перестал быть историком и ушел в юриспруденцию. Вот. И последний момент – это политическое вмешательство в содержание учебников и программы преподавания истории. Ну, это уже общеизвестно, и в Казахстане это все есть. То есть все перечисленные методы так и иначе присутствуют в Казахстане, и это свидетельствует о том, что в Казахстане активно осуществляется, собственно, историческая политика. Кроме вышеперечисленного, сюда можно отнести и принятие законов, направленных на догматизацию той или иной трактовки исторических событий. То есть, когда государство принимает закон, надо писать историю так. Надо писать... Есть фраза, когда Назарбаев, бывший президент Казахстана, сказал: нам нужно создать канонический учебник. Это и есть прямое следствие государственной политики в области истории. Создание канонического учебника. Совсем недавно, 28 ноября 2022 года, новый президент, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках 30-летия установления дипломатических отношений двух государств приняли вот такую декларацию, где примечательно, 37-й пункт этой декларации, можете обратить внимание, там как раз-таки был направлен на то, чтобы два государства, именно государства, как политические организации, должны были пресекать любые попытки, как они понимают, очернения истории. То есть теперь иная точка зрения должна была пресекаться на государственном уровне. И это было совместно. То есть теперь, если, допустим, казахстанский или, наоборот, российский историк пишет неугодную точку зрения, то другая страна, другое государство может запросить какие-то там меры для этого, чтобы это пресечь. Теперь обратимся, очень много государственных чиновников говорят об истории Казахстана и так далее, это актуальная тема, но мы сосредоточимся на некоторых высказываниях первого лица государства, президента страны Касым-Жомарта Токаева, который регулярно обращается к исторической тематике, и он как бы озвучивает то, что нам нужно в истории говорить. Это словно как бы инструкция для историков Казахстана. Вот, допустим, я по рекомендации своего, так скажем, коллеги, да, друга Анвара Бетаевича, когда занимался вот этой политикой памяти, он сказал: Ханат, возьмите себе как бы в личную библиотеку, как чтобы настольная книга была Марка Ферро, который недавно, вот буквально недавно умер, как рассказывают историю детям в разных странах мира. Да, это вот такая замечательнейшая классическая книга, как раз-таки посвящена вот этой политике того, как государство обозначает вот эти вот
важный момент. И вот в Казахстане как раз-таки такая программная, как ее называют, статья «Тәуелсіздік бәріне қымбат», «Независимость дороже всего», опубликованная в главной газете Казахстана «Егемен Казахстан», Токаев как раз-таки озвучил вот эти вот основные моменты, которые составляют непременную, как бы скелет, да, истории Казахстана, на что нужно будет обратить внимание. И как раз-таки в этих пунктах то, что, допустим, противоречит выше обозначенным соглашениям Токаева и Путина, когда они говорят об искажениях. Поскольку посол Российской Федерации в Казахстане как раз-таки обратил внимание на то, что нынешний Казахстан, наоборот, агитирует или, так скажем, пропагандирует массовый голод, репрессии, потом декабрьские восстания, Семипалатинский ядерный полигон, потом вот эти вот моменты, которые, или там ту же Золотую Орду, то, что России, допустим, не нравится, поскольку у них свое представление. И вот здесь вот как бы такое небольшое было расхождение. Теперь обратимся непосредственно к Золотой Орде и выступлениях президента страны. Золотоордынская тема – это буквально одна из краеугольных тем его исторических, так скажем, экскурсов, да, и в каждой своей речи, буквально он, обращаясь к истории, мы можем найти там фразы, связанные с Золотой Ордой. Сразу же, грубо говоря, придя к власти в марте 2019 года, уже 24 августа 2019 года, приняв участие в Улутауском международном форуме, он сказал о том, что Улутау, это регион в центральном Казахстане, где расположен мавзолей Джучхана, Улутау должен стать центром этнографического туризма международного уровня. Эти работы нужно начать в преддверии празднования 750-летия государства. Это было одно из первых его заявлений, обращенных к Золотой Орде, и как бы сигнал для проведения юбилейных мероприятий. И весь 19 и 20 год прошли как раз-таки под знаком этих юбилейных мероприятий. Также он потом еще неоднократно говорил о том, что мы должны изучать Золотую Орду, нам следует обратиться к золотоордынской тематике, поскольку Золотая Орда – это важное звено культурного кода. Но самое, так скажем, примечательное, 15 декабря в своем выступлении в честь 30-летия независимости 2021 года президент страны сказал буквально следующее. Алтын Орда орта ғасырдағы алып мемлекет ретінде белгілі. Қазақ халқы осы ұлық ұлыстың тікелей мұрагері болып табылады. То есть речь идет о том, что Золотая Орда является прямым, казахское ханство или казахский народ является прямым наследником Великого Улуса. То есть здесь, как сейчас говорят, изменение вот такого приоритета в этом понимании сути Золотой Орды, да? Вот. Ну и после этого, конечно, у нас началось и фильмы, и передачи, и так далее, все связано с Золотой Ордой. Это как раз-таки свидетельство той самой государственной исторической политики. И она была... То есть, когда мы говорили с Анваром Абитаевичем Галиевым на эту тему, он говорил о том, что государство ищет свою предтечу великую. Вот мы такое великое. Допустим, Таджикистан, там это Саманиды, Узбекистан, это Великий Амир Тимур, вот, и так далее. То есть какой-то там Кыргыз, это Великое Державное, кыргызское там государство. И нам тоже, казахам, нужно было якобы вот такое вот государство. Казахское ханство, оно какое-то маленькое, нам не нравится, нам нужно что-то большое. При Назарбаеве это были Сакское, там Тамирис или Тюркский Каганат. Вот, но это слишком далеко и мало понятно. И вот здесь был сделан выбор в сторону Золотой Орды. Все это не только прямое свидетельство и проявление исторической политики, но и имеет важное идеологическое значение. Общественность Казахстана стала свидетелем неоднократных заявлений российских политиков от президента Путина и депутатов Государственной Думы до различных политиков, политологов и журналистов о том, что в Казахстане отсутствует, у казахов в прошлом отсутствовало государство. Ну, мы все сами свидетели подобных высказываний, где такие высказывания не только позволяли себе в соседней политике, но и наш собственный бывший президент неоднократно говорил о том, что у нас не было государства, и государство создал он, вот, не было столицы, создал он и так далее. Но это все, конечно же, сегодня явление как раз-таки мифологизированной государственной политики в области истории, и ничего иначе. Так вот,
Золотая Орда, которая избрана государством предтечи, она основана в Казахстане. И она не просто Золотая Орда, которая как бы для России Золотая Орда – это иго. И она как бы, ну, не наша, да, а нам нужно свое. И для этого была избрана новая, так скажем, терминология, да, улук-улус, то есть великий улус. Это не Золотая Орда, это наш улук-улус, это тюркское казахское государство. Великий улус в переводе с казахского. Хотя на самом деле улук-улус это не само название, такого названия тогда не было в 13-м, начале 14 века, это позднее название. Но тем не менее такая была создана такой прецедент, и теперь во всех документах это государство именуется улук-улус. Вот. И основателем этого государства является Джучи, сын Чингисхана. Очень долго мы претендовали, так скажем, казахские мифотворцы, да, Данияров, Алавинцев, там, Табулдин и так далее, много всяких деятелей, которые неоднократно заявляли, что Чингисхан казах. Но как-то вот противодействие мировой общественности было сильное, и они, наши политики, поняли, что это тяжело, и они сказали, ладно, Чингисхана давайте сделаем так сказать, нейтральной фигурой, но Джучи это наш. Он похоронен у нас, он правил здесь, и это будет казах. И такой вот месседж был отправлен, так скажем, сообществу экспертов, и началась вот эта вот пропаганда мавзолея Джучхана и самого Джучи как казаха, или как тюрка хотя бы, да, но робкие замечания о том, что это не так, начали опровергаться. И, допустим, мы вместе с американскими, российскими и казахскими нашими историками провели комплексное исследование, где показали, что мавзолей Джучи хана, который находится в Центральном Казахстане, построен не в 13 веке, а 100 лет спустя, и там маловероятно, что там находится Джучи. Однако это инициатива, наша инициатива, которая была опубликована в кембриджском журнале «Радиокарбон», не получила поддержки и как бы таком, скажем, на неформальном или на неофициальном уровне пытается эту идею заглушить и создавать препятствия. Вот, собственно, это и есть проявление государственной политики. В соответствии с новыми установками коммеморативной политики, как писал Анвар Галиев, начали проводиться различные мероприятия, в том числе и международные конференции, которые должны были показать, что Золотая Орда явилась тем фундаментом, на котором выросло казахское ханство. По мнению политолога, нынешнего политолога Тимура Козырева, позиционирование Казахстана как наследника Золотой Орды укрепит позитивную оценку казахов, углубит так наши казахские исторические корни, укрепит евразийский бренд Казахстана, так как Золотая Орда на самом деле была великим евразийским государством, соединявшим два континента и толерантно относившиеся ко всем. То есть вот здесь опять-таки миф о том, что Казахстан поликультурное, многонациональное государство, он прямо проецируется на Золотую Орду, которая тоже поликультурная, многонациональная. То есть опять отход вот от этой моноэтничности. По мнению Анвара Галиева, все эти преференции весьма условны, так как рост позитивной самооценки народа за счет искажений исторических реалий не представляется лучшей перспективой. Но в государственной политике памяти это одна из приоритетных задач. Все, что связано с евразийством, с высоты сегодняшнего дня, когда стала усиленно продвигаться золотоордынская тематика, представляется архаика, не отвечающая современным потребностям. Вот. Теперь обратимся к тому, как, собственно, государственные чиновники в области истории пытаются проводить или, так скажем, лоббировать свою позицию. В частности, есть такой сейчас депутат, а до этого он был директором Института истории государства в Астане, Ерканабель. Вот он в статье «Золотая Орда в исторической памяти казахов» в 2021 году написал о том, что попытки манипулированной исторической памятью для вовлечения отдельных групп населения Казахстана в деструктивный ксенофобский дискурс. То есть такая формулировка, которая явно не является научной формулировкой, при этом, конечно, речь идет о высказываниях российских политиков, но автор делает ссылку на мою книгу и как бы говорит, что я, как занимаюсь Золотой Ордой, я вношу в этот ксенофобский деструктивный дискурс. То есть если у нас был бы 1937 год, то это прямое направление на то, чтобы вот этого человека нужно расстрелять, да? Вот. Ну, здесь вы можете видеть цитату его на английском языке. Потом он сказал, что это была опечатка.
но через 2 года эта статья вышла на русском языке, и там опять-таки эта фраза повторяется, и он там говорил, что я своей придуманной якобы ахордой, интеллектуальным конструктом, я отрываю казахов от Золотой Орды и от подлинной казахской исторической традиции. То есть мы видим о том, как научная дискуссия перерастает из области научной дискуссии в область политического, так скажем, дискурса. Да? Вот. Проблемы мифологизированной истории Казахстана, о которой много писал Анвар Галиев, претерпели трансформацию. Я здесь только вкратце скажу, что раньше это были инженер, там, кандидат технических наук, кандидат физико-математических и так далее. То есть люди, которые далеки от истории, начинают говорить про историю. Чингисхан казах, Золотоордынское государство, первое государство казахов и так далее. Сегодня происходит трансформация. Сегодня люди, которые занимаются профессиональной историей, являются руководителями или, там, скажем, исполнителями государственных исторических проектов, заявляют подобные вещи, которые 10 лет назад считались прерогативой мифотворцев. То есть кто у нас сегодня мифотворец? Это уже государственные институты. Тут я это пропущу. Вот, собственно, главный миф, конечно же, это Чингисхан. Вот, особенности исторической политики в Казахстане, это только на одном примере Золотой Орды уже представляет большое поле для будущих исследований. И, конечно, если бы вот не такая вот у нас печальное событие, и вот то, что от нас ушел коллега и друг, и этих исследований, к сожалению, эти наши с ним совместные исследования не состоялись, но будем надеяться, что исторической политикой в Казахстане буду заниматься. То есть вот этот процесс, который сейчас происходит, его нужно освещать и показывать, чтобы мы видели, как происходит влияние на государство на науку. То есть когда мы говорим, что история – это прислужница политики или история – это там какая-то там еще что-то там и так далее, это всегда вот как раз-таки связано именно с этим. То есть влияние государства. И мы должны показывать, что есть научное направление, есть те, которые выполняют государственный заказ. Вот главное, так скажем. Спасибо большое. Көп рахмет, Канат, өте қызық, өте керемет тақырып бүгін. Спасибо, я благодарю нашего спикера, нашего руководителя нашего проекта, Каната Ускенбая, замечательное выступление, ну и, конечно, замечательная память о нашем уважаемом Ануаре Петаевиче как раз-таки в ваше выступление.